Порой в жизни призвание выбирает нас, а не мы его. Выпускник физико-математического факультета Ардашес Овсепян, поступая на это направление Абхазского государственного университета, не предполагал, что в будущем станет писателем. Однако в свои 27 он уже успел выпустить в свет 2 книги. Презентация последней состоялась 1 марта в Национальной библиотеке. Сегодня мы презентуем книжечку «Приключения Шараха», автором которой является Ардашес Овсепян, молодой, перспективный, подающий надежду на будущее писатель, хотя он, может быть, не предполагал, выбрал профессию быть, не знаю, программистом или математиком, физиком, а потом физика перешла в лирику, лирика в прозу. Молодой писатель мыслит нестандартно, отмечают его старшие коллеги. В рассказах Ардашеса легко узнаются образы его близких товарищей. В основу сборника легло множество пережитых друзьями историй. Этот человек обладает такой креативностью, что он вокруг себя собирает своих сверстников, буквально фиксирует все в своем мозгу, все, что видит окружение. А потом, видимо, приходит момент, когда он садится, все это перекладывает в бумажечку. И в итоге рождается первая книга, вторая книга. Да? И что удивительно, он хорошо чувствует время, в котором он живет. Ардашесу присуща любовь к апсне, которая всегда проявлялась неподдельным интересом ко всему абхазскому, будь то уклад жизни, национальная культура, особенности и традиции народа. Хорошее знание абхазского фольклора нашло отражение в книге «Приключения Шараха». Итыршанас, ерабусхава бринтерс зимок сделка азамоз такяла шпадыргала бас издыргала изнизлагис восчамшо абас издыргала бри ахтзу бри сиздроз охчесра исриздроз хиздроз абаснас итыршана бризиктицаун. Свои рассказы автор пишет на русском языке. Благодаря слаженной работе и усердиям целой команды творческих людей мечта Ардашеса перевести книгу на абхазский воплотилась в жизнь. В качестве литературного редактора Овсепян выбрал своего молодого товарища, филолога Инала Гицба. Худсрала, гатала, дуней хопшрала, уахипсу, мацара, наски, уюмтаква, обсышила, и урцаверца, бриус, уахяшту, абриз загирихау, и слышу посоцвит. Творчество Овсепяна удивительно тем, что даже в подаче оригинала на русском языке просматриваются такие тонкости абхазского быта и мироустройства, которые заставляют задуматься при переводе текста на абхазский язык, отмечает Инал Гицба. Убри аурес шеджге, умашая убрату, я джоушерату, яра апсва, отшею какудуп яраус безшеге. Уйги храда загирил шазум, уйяху убриоб, Ардаш Овсепян, айвежек пешушекся за яйца глазачарасва, нарылукар, уйги ухратику баха, рабта, ятвакивш дежжадза далагалу. Подлинное творчество всегда имеет своих поклонников и критиков. Так читатели отмечают, что за последние 2 года литературное видение Овсепяна обрело новые, более глубокие черты. Когда человек над собой работает, да, всегда это дает результат. Поверьте мне, вот если кто-то часть прочитал, не только собирается, прочтите обязательно. Очень хорошая, интересная, по-моему, уникальная книга. Но меня больше всего, честно говоря, поразил рассказ «Званый гость». Всем рекомендую, обязательно прочитайте, удивительный такой рассказ, философский, да, это вот смысл жизни, для чего человеку жить. И тоже это вот именно не просто в общих чертах, да, человек в масштабе планеты, а именно вот традиционно, как в Абхазии, как у нас здесь. Национальная политика – важное звено в становлении любого цивилизованного общества. Для полноценного развития Абхазии необходимо, чтобы представители всех народов, проживающих на ее территории, с уважением относились друг к другу. Ардашес Овсепян – молодой писатель и одновременно депутат столичного городского собрания, один из тех людей, чья деятельность направлена на гармоничное развитие народов республики, отмечали гости. Амелия Сатурян, Раму Камке, Абаза ТВ.